Ибрагим Аганин, легендарный разведчик, был внедрен в нацистские структуры. Ему было чуть больше 20 лет. О разведчике написана книга и снят фильм, получивший признание на международном кинофестивале. Книга «Три жизни Ибрагима Аганина. Смерш найти и покарать» переведена на татарский язык в Казани. Прошла презентация издания и встреча с автором. Книга Николая Лузана открывает еще одну неизвестную страницу из истории Великой Отечественной войны. В центре ее находится зафронтовой разведчик, лейтенант Ибрагим Аганин. Под легендой офицера вермахта он был внедрен в гитлеровскую спецслужбу, а именно в тайную полевую полицию. Во-первых, начнем, что это уникальный случай вообще-то в разведке за фронтовой период Великой Отечественной войны. И в частности в разведке СМЕРШ, которая сейчас достаточно известна. А уникальна эта история тем, что фактически Ибрагим Аганин прожил 3 жизни. Кстати, так книга называется: «Свою собственную жизнь» и жизнь тех людей, под легендой которых он работал в гитлеровских спецслужбах. То есть вот эта уникальность. Я могу сказать, что большинство наших зафронтовых агентов это были люди, которые работали под легендой перебежчика обычного, предателя. А он в первой своей легенде выступал под ролью немецкого офицера, лейтенанта Вебера, который вырвался из окружения из-под Сталинграда. Ну и потом волей случая оказался, я скажу так, наверное, если представить ад спецслужбы, то ад спецслужбы — это тайная полевая полиция Германии. Неоднократно рискуя жизнью, действуя дерзко и изобретательно, Ибрагим Аганин успешно выполнял задания. Добытая им ценная разведывательная информация спасла жизни многих партизан и подпольщиков, существенно помогла советскому командованию при подготовке операции по освобождению Крыма. Добывал уникальные разведывательные материалы, которые касались как военных планов гитлеровского командования, ну и самое важное, что он добывал информацию о тех агентах, которые забрасывали за линию фронта к нам в тыл, или те, которые оставались на оккупированной территории, предатели, негодяи. Когда возникла угроза его разоблачения, вместо того, чтобы, как говорится, вернуться назад, а по легенде ему позволяло сделать, то есть он мог принять самостоятельное такое решение, он отказался от этого. Почему? На кону стояла, так если сказать, Курская битва и освобождение Крыма. Поэтому он воспользовался ситуацией, когда находился в командировке, ликвидировал офицера, тоже лейтенанта Крюгера, палача, честно говоря, на котором пятна не надо было ставить. Ну, до этого он пообщался с ним, и фактически его жизнь, этого офицера Крюгера, стала жизнью Ибрагима. Вот это, под этой новой легендой он опять внедрился в тайную полевую полицию, добывал ценнейшую информацию. Любого разведчика готовит целая группа. А здесь вот уникальность заключается в том, что он самостоятельно вот эту легенду тут же на ходу сочинил и дальше ее воплотил. Но еще уникальность в чем заключается? Большинство разведчиков прекращали свою работу, но если брать войну, после окончания войны. Так вот, эта война для Ибрагима закончилась только в 1977 году. До этого он выступал в качестве человека, который занимался поиском вот этих предателей, которые прятались под личиной различной, и художников, и телевизионщиков, и журналистов. А затем еще выступал на судебных процессах в качестве, как говорится, свидетеля. О нем снят фильм. Кстати, скажем так, в известной серии, которая вышла вот буквально в позапрошлом году, называется «Легенды госбезопасности». И вот он туда, наряду с Судоплатовым и другими известными фигурами, он вошел туда. Впервые книга Николая Лузана вышла в одном из московских издательств. Не так давно документальная повесть была издана татарским книжным издательством. Она была опубликована в рамках федеральной целевой программы «Культура России» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я заинтересовался и вот решил почитать, что за книга, нашел ее. Заинтриговало то, что, во-первых, это правдивая история на настоящих документах. Документы были засекречены, и вот они в определенный был срок секретности. Как срок вышел, они рассекретились, и как бы миру предстал новый герой в лице вот Ибрагима Аганина, который прожил 20-летний парень, который, наверное,
тот, кто прочитает эту книгу, поймет, что мы все знаем с вами Штирлица, там, какие-то вот таких контрразведчиков, а вот этот парень, он задолго до появления еще и Штирлица и этой истории, он впервые, ну, наш татарин, татарский, впервые как бы сделал вот этот такой героический поступок. Очень редко в последнее время появляются книги, которые читаешь взахлеб и от которых трудно оторваться. А эта книга одна из таких. И я думаю, успех ее ждет в любом случае, потому что и жанр интересный, и это плюс ко всему, это не выдуманное, и написан такой стиль, и автор хорошо здесь постарался. На сегодня мы представляем, сегодня презентуем тираж этой книги. Качество хорошее, язык приятный. Если есть какое-то время, ну, 1 день или 2 дня, кто-то в отпуске или где-то, это лучшее, что можно. Проведите этот отпуск с этой книгой, и вы не пожалеете.